Спасибо, что остаетесь с нами. На часах 8 утра, и это значит, что новый день только начинается. Прямо сейчас расскажу о том, что произошло за минувшие сутки в городе и крае. Скала прямо в центре улицы и дороги прогулочные вместо автомобильных. Так будет выглядеть новый микрорайон в краевом центре. Называется он Красноярск-Сити, и он может стать новым центром города. К его проектированию даже привлекли японских специалистов. Кирилл Белык продолжит тему. Уже к 2021 году на этом месте появится новый жилой микрорайон. Кстати, строители уже начали вбивать сваи первого дома. Через каких-то 7 лет этот пустырь превратится в новый, по-настоящему современный жилой микрорайон. Бульвары, видеокамеры на каждом шагу, инноваторские технологии в энергосбережении. Вот что такое умный город или смарт-сити. Такой опыт уже успешно реализован за рубежом. В Дубае, например. Новый микрорайон больше будет похож на небольшой городок со своей больницей, школой и детскими садами. В реализации проекта нашим строителям помогают японские коллеги. В их-то условиях, когда ресурсов и так немного, сберечь существующие фактически главная задача. Красноярск – более современный город, не такой, как Москва и Санкт-Петербург. Здесь точечная застройка и нет единого целого. Мы хотим это исправить. К тому же у Японии не так много ресурсов, как у России, и поэтому энергосбережение – это наш стиль жизни. Не секрет, что одна из ключевых проблем в Красноярске – отсутствие парковочных мест. Здесь, где, кстати, будет около 6 тысяч квартир, планируют выделить место для каждой. А возле высоток хотят построить многоуровневые парковки с подъемниками. Будет и своя школа, 3 детских садика, аптеки и поликлиника. Инженерным же ноу-хау будут инновации по части энерго- и теплосбережения. Как утверждают учредители, каждый собственник сможет самостоятельно контролировать свои расходы воды и тепла, что даст хозяевам значительную экономию. Главное, что мы хотим здесь сделать, чтобы здесь микрорайон, обслуживание микрорайона в будущем давало тот эффект, чтобы все новации, вся экономия ложилась в карман жителям, а не только управляющей компании. И именно через вот эту дверь мы пытаемся открыть во все смарт-технологии. Потому что она должна дать эффект, и вся экономия должна дать эффект жителю, а не тем, кто хочет заработать деньги. Вот это основа мысли, так сказать. Улицу 78-й добровольческой бригады продлят, и она будет пересекать микрорайон прямо посередине. Местной достопримечательностью хотят сделать скалу прямо в центре жилого комплекса. Сегодня, когда проект запустили официально, на церемонию пригласили главу города. Градоначальник с проектом был ознакомлен детально и подчеркнул, это по сути первый этап реализации нового генерального плана Красноярска. И я рассматриваю этот жилой район как некий полигон внедрения новых технологий в градостроительстве, который человек ощущает внешне, и в том числе новых технологий с точки зрения решения вопросов инженерной инфраструктуры. Если мы не сможем решить вопрос по повышению энергоэффективности, нам сложно будет реализовать развитие города в рамках нового генерального плана. Строительство первого дома уже начали. Его сдадут в 2016-м. Что касается цены, то на первую очередь она будет среднерыночной – 54 тысячи за квадрат. Если спрос повысится, то и ценник соответственно подрастет. Ну а всю стройку, включая больницы и скверы, планируют закончить в 2021-м. Продавать квартиры, кстати, уже начали. Кирилл Белык, Александр Ермошенко. Новости.